30 ноября отметят День хомуса. Праздник вышел далеко за пределы Якутии. Вот уже который год его отмечают и москвичи. О музыкантах, хомусах и варганах из столицы России передает наш СОБКОР в Москве Айсана Бурнашова. В свои 5 лет юный хомусист Артур уже умеет играть в разных стилях, от традиционного якутского сыя-тарды до ритмичного эстрадного направления. Мальчик также поет и голосом природы, имитируя звуки птиц и животных. Артур живет в Москве, но каждый год гостит в Якутии. Впервые хомус он услышал в 2018 году именно там, на родине предков. Всего за 2 года мальчик сумел овладеть музыкальным инструментом. За плечами хомусиста и выступления на разных площадках Москвы, включая концерты Алены Подлужной и фестиваль в Зарядье. Артур признается, на сцену выходит без капли волнения. Потому что я не боюсь, мне уже не 3 года, 5 лет. А раньше боялся? Да. Раньше боялся, да? А в «Заряде», когда выступал, страшно было? Ну, вообще, если честно, он крайне редко с кем-то занимается. Ну, вот, Алена всегда занята, и мы, к сожалению, редко с ней видимся. И вот когда видимся, тогда она пытается ему что-то рассказать, объяснить. То есть он сам черпает. Вот он все то, что слышит. Впереди мальчика ждут новые выступления и открытия. И несмотря на свой юный возраст, он уже планирует связать свою жизнь с хомусом. Когда я вырасту, буду музыкантом. Я буду гастроли делать и выступать по всем странам. Да, ради бога, это же его жизнь. Как хочет, пусть строит. Мы только поддерживать все начинания и радоваться, когда дети счастливы. Светлое будущее эксперты сулят и хомусу. Они отмечают, благодаря звукотембральному разнообразию и сохранению национальных традиций, число желающих играть на хомусе из года в год будет только расти. Якутию можно считать двигателем прогресса, потому что у вас умеют привлекать внимание к инструменту, плюс у вас деятели культуры вот, прошлых поколений, они хорошо очень поработали над этой темой, у вас еще к этому подключен административный ресурс, что тоже очень важно. А у нас вот до этого еще не доросли. Айсана Бурнашова, Джур Березкин, Москва.